Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. О региональной составляющей нацпроекта образования, о том, сколько школ будет построено в рамках проекта, как будет проходить цифровизация в образовательных учреждениях, мы сегодня поговорим с гостем студии. Это министр образования Республики Саха-Якутия Владимир Егоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, наверное, первый вопрос. В чем ключевая идея национального проекта образования и что реально изменится в образовании в нашей республике, в частности, в этом году? Да, действительно, образование — это такая сфера, которая находится всегда такой, как объект пристального внимания и со стороны общества, и власти, и всегда образованию уделялось особое внимание. Но, тем не менее, и в России, и в республике люди ощущают некоторое такое неудовлетворение, скажем, уровнем образования. И вот те многочисленные перемены, которые вот всегда у нас происходят, да, они всегда касаются и образования в том числе. Вот, а образование всегда должно быть направлено на то, чтобы предоставить качественное, доступное образование каждому ребенку, независимо от места проживания. Вот, и всегда, на самом деле, мы этим занимаемся, но вот национальный проект образования, он решает задачи выхода на новый качественный уровень. Перед нами поставлены такие серьезные очень задачи. Россия должна войти в десятку лучших по качеству общего образования. Ну и кроме того, мы должны воспитать социально ответственного, гармонично развитого человека, который вот чтит культурные, исторические традиции. Да? Вот. И перед республикой, перед системой образования республики также стоят очень серьезные задачи. Мы должны стать лидерами в области образования в стране. Перед нами поставлена задача главой нашей республики Арсением Сергеевичем Николаевым войти в 15 лучших регионов по образованию. Здесь не только по общему образованию, а в целом по образованию. И национальный проект образования, который содержит в себе 10 региональных проектов, это такой комплексный проект, который направлен на все стороны образования с тем, чтобы достигнуть поставленных целей. При этом в этом году уже республика активно начала участие во всех этих региональных проектах. Выработаны и уже закреплены в нормативных документах шаги, которые мы должны предпринять. И уже составлены соглашения с федеральными министерствами вот, о том, что будут выделяться довольно-таки серьезные федеральные средства, которые будут направлены вот на эти региональные проекты. Ну, скажем, мы участвуем, уже получаем средства в рамках регионального проекта «Современная школа», в рамках проекта «Успех каждого ребенка». И, значит, получается, что кроме этих федеральных денег мы на самом деле существенно вкладываем и свои региональные средства. Да? И в этом году уже более 10%, более 100 уже образовательных организаций почувствуют изменения в виде внедрения и цифровой образовательной среды, создания центров цифрового гуманитарного профиля и также создания условий для занятий физической культурой и спортом. Вот. То есть ключевая идея национального проекта образования — это выход образования на новый качественный уровень. И здесь должны все общество консолидироваться вокруг этой идеи, и именно от каждого человека, не только даже, может быть, и образованца, да, зависит выполнение целей, поставленных перед нами. Но все-таки задача амбициозная, войти в 15 лучших по стране. Эта задача нелегкая. Какие объемы финансирования предусмотрены на решение таких стратегических, я бы сказал, задач? Да, ну вот получается, что вот на данный момент у нас уже подтвержденные объемы финансирования порядка 4 миллиардов, из которых 1 миллиард из федерального бюджета, значит, 2 миллиарда 700 из регионального бюджета, и предполагается еще и внебюджетное финансирование. При этом получается, что вот эти средства, они, федеральные средства в основном направляются на, значит, на то, чтобы укрепить нашу материально-техническую базу. Как я уже сказал, значит, у нас центры
скажем, цифрового гуманитарного развития у нас будет в 54 образовательных организациях. Цифровая образовательная среда будет внедряться в 17, 15 школ и 2 профессиональные образовательные организации. И в 38 школах в сельской местности будут создаваться условия для занятия физической культурой и спортом. И все это направлено на самом деле на то, чтобы повысить качество образования. Значит, мы должны заниматься не только материально-технической базой, да, но и изменением содержания образования. Да. И вот в этих целях мы, наше педагогическое сообщество, вот буквально недавно на нашем совещании республиканском работников системы образования объявили пятилетку качества образования. То есть мы в течение 5 лет должны внимательно отнестись к тому, чтобы по всем уровням образования сделать такое существенное продвижение, чтобы стать одним из лидеров образования. При этом я скажу, что вот, скажем, дошкольное образование, ну вот, кстати, про дошкольное образование у нас речь идет в рамках национального проекта уже не образование, а демография, где мы должны создать порядка 5000 новых мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Тоже большие средства на это вкладываются. Вот. И вот наше дошкольное образование, на самом деле, вот тот сегмент, который наиболее такой, скажем, креативный, активный. У нас много очень проектов. Буквально недавно у нас был форум дошкольного образования. Вот. И мы готовимся к международной конференции, которая пройдет в мае этого года в Москве, где Якутия представит свои лучшие практики в качестве фокусного региона. То есть мы будем представлять фактически Россию. Вот. И вот мы, обращая внимание вот сейчас для начала на дошкольное образование, вот в рамках форума решили больший фокус на преемственность дошкольного и начального образования, поскольку не секрет, что те дети, которые у нас раскрывают свои задатки в рамках значит, детских садов, наших воспитателей, да, наши воспитатели помогают различными проектами, такими как музыка для всех, шахматы детям, рисуем все, много других проектов, одаренный ребенок, да. Эти дети приходят в школы, и у них их ждет уже на самом деле совершенно другие стандарты, совершенно другие образовательные программы, которые, может быть, не учитывают вот то, что с ребенком происходило в детском саду. Да? Поэтому вот мы на этот, как бы, вот на этот переход от дошкольного образования к начальному вот сейчас обращаем самое пристальное внимание. Вот. И дальше мы будем уже значит, формировать наше видение, наши действия, да, по отношению к другим уже ступеням образования. Ну, не секрет, что в нашей республике не только в отдаленных населенных пунктах, но и в крупных городах, ну и в принципе даже и в городе Якутске очень остро стоит проблема школ. Первоклашек записывают там с 4 утра, начинают очереди страшные стоят. А в рамках этого нацпроекта будут ли строиться школы? Где, сколько? Как вообще ситуация? Да, действительно, у нас на самом деле вот 652 школы в республике, да, при этом получается, ну, точнее образовательных организаций, да, значит, и получается у нас 53 находятся в аварийном состоянии, 8 сгоревших, и, соответственно, потребность очень большая. Да? А в городе Якутске другая проблема, это проблема двусменности обучения, да? Поэтому нам необходимо, вообще говоря, этот вопрос работать, ну, в этом вопросе работать очень интенсивно, да? И республика продолжает выполнять свои планы по 10 лет, по 10 школ каждый год. Вот. А в рамках национального проекта образования нам выделяются и федеральные средства. Значит, в этом году мы должны достроить школу в Амгинском улусе, в селе Бетюнцы. Да? Дальше у нас на очереди школа в Уселданском районе, значит, село Сотенцы. Да? И далее у нас Белая гора в Абыйском районе. Вот на такие школы вот выделяется именно федеральное финансирование. Но мы сейчас прорабатываем, значит, возможности и дополнительных средств, да? А остальное за счет республиканских средств мы будем продолжать строить и школы, и детские сады. Одна из целей национального проекта является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Вот в этом направлении какая ведется работа, какие направления охвачены? Ну вот, надо сказать, это вот этот федеральный проект, да, и соответствующий этому региональный проект направлен в основном на дополнительное образование детей, да. И, соответственно, вот в этом году будет создаваться Центр современных компетенций уже в Северо-Восточном федеральном университете. В соответствующем конкурсе мы участвовали и получили
значит, ну, получаем финансирование, ну, не очень значительное, но вот тоже будет оборудование поставлено, да. И там у нас будут реализовываться такие современные программы дополнительного образования, да. Вот. А вообще, в принципе, у нас охват дополнительным образованием у нас в республике неплохой, да. Это тоже сегмент, которым, в принципе, республика гордится, да. У нас охват составляет более 75%. Вот. Задача состоит в том, чтобы охватить 80%, да. Вот. Но при этом также перед нами стоит уже и в целом, как в России стоит задача, ориентация на технические специальности, на естественно-научные, да. Здесь у нас ну, как бы есть над чем работать, скажем, да. Вот, и поэтому, вот, скажем, указ нашего Илдархана о стратегических направлениях образования, в частности, направлен именно на это, да. То есть в указе сказано о создании детских технопарков в каждом муниципальном районе и городском округе. Так. 17 центров цифрового образования должно быть создано. Да? Поэтому мы ориентируемся вот именно на современные направления значит, дополнительного образования. И должен быть охвачен на самом деле каждый ребенок. Каждый ребенок должен раскрыть свои возможности, задатки и получить профессиональную ориентацию с тем, чтобы уже дальше стать востребованным специалистом. Ну вот вы упомянули, что мы живем все-таки в современном мире. Да. Вкратце, каким образом будет проходить цифровизация образовательных учреждений нашей республики? Да, ну вот, как я уже сказал, значит, в 15 школах и 2 учреждениях профессионального образования в этом году мы уже получаем финансирование для создания цифровой образовательной среды. Значит, будет создана такая федеральная платформа, в которой будут участвовать вот эти образовательные организации, да. И здесь как бы работа идет по 3 направлениям. Да. Первое направление — это сокращение, ну или, скажем, оптимизация некоторых таких административных функций. Да. То есть цифровизация должна помочь, скажем, сократить некоторые такие рутинные процессы, отчетности и так далее. Да. То есть все у нас должно быть уже оцифровано и управляться уже, так скажем, возможно, уже, скажем, с помощью таких технологий Big Data. Да? И, соответственно, второе — это содержание образования. И третье — это уже, значит, наши учителя должны научиться работать в новой образовательной среде. Я думаю, что успех придет к нам всем, если мы все вместе возьмемся за это дело. Большое вам спасибо. Я желаю вам успехов в работе. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.